В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Арест сенатора во время заседания Совета Федерации в Москве. Представителя Карачаево-Черкесии обвиняют в организации преступной группы. Погорельцы должны в первую очередь получить квартиры. Айсен Николаев дал ряд поручений в связи с крупным пожаром в поселке Хатыми Нерынгринского района. Детская инфекционная больница в Якутске переполнена. Снимать или продлевать карантин? Вопрос решается в администрации города. Ипотечные каникулы для тех, кто оказался без работы. Центробанк готов пойти навстречу заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации. Потенциал Алроса. В алмазной компании подвели итоги корпоративной программы для молодых специалистов. Нововведение в ЕГЭ. Насколько готовы алданские выпускники к школьным экзаменам по новым правилам? Сенатора от Карачаева-Черкесии задержали в зале заседаний Совета Федерации. Рауфа Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества, сообщил источник ТАСС. В зале сенаторы заслушали представление прокурора о снятии неприкосновенности сенатора. Подозревают задержанного в создании преступной организации, хищении природного газа «Газпрома», совершении 2 убийств и других преступлений. Вопрос расселения жильцов сгоревшего дома в поселке Хатыми Нерынгринского района должен быть решен в первоочередном порядке. Этого потребовал глава Якутии Айсен Николаев. Напомним, что в результате пожара огнем был уничтожен 16-квартирный жилой дом. В огне пострадали 4 человека, 1 погиб. Руководитель региона отметил, что меры, принятые на сегодня местными властями, недостаточны. В связи с этим дан ряд персональных поручений членам правительства. В частности, Министерство здравоохранения берет на непосредственный контроль лечения пострадавших в пожаре и проведение операции одной из них. Минтруду поручено произвести скорейшие выплаты по материальной помощи. И самое главное, вопрос предоставления жилья погорельцам должен быть решен в первоочередном порядке через программу переселения из аварийного жилфонда, так как сгоревший дом состоял в реестре ветхих и аварийных объектов. Конечно же, при таких пожарах, когда полностью сгорает все имущество, люди, пострадавшие, должны чувствовать в себе заботу властей и муниципальных, и, если надо, и республиканских. Сгоревший дом, он ветхий, аварийный дом. Сейчас при реализации программы переселения людей из аварийного жилого фонда был переселен как раз в первую очередь, поставлен, и чтобы люди могли получить квартиры новые и в Чульмане, и в Нерынгре, на территории целого Нерынгринского района. Глава республики также подчеркнул, что в небольших населенных пунктах поквартирный учет граждан в жилых домах ведется на недостаточном уровне, что затрудняет вопрос оказания первоочередной помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Работу по этой части должны подтянуть все муниципальные образования республики. Серьезнейший вопрос, который возникает как раз с этой проблемой. Мы видим, что в таких особенности не очень больших поселках наших республиканских очень плохо ведется поквартирный учет граждан. Потому что до сегодняшнего дня мне даже сегодня с утра докладывали, абсолютно разное количество людей, прописанных в этом доме, зарегистрированных семей, при том, что половина квартир она пустовала просто-напросто и достаточно долгий срок уже. И здесь надо, опять же, в первую очередь администрациям наших районов, администрациям наших поселков, сел, работу в этой части тоже усилить, потому что сейчас начинается масштабное расселение людей из аварийного жилого фонда, а при таком бардаке, который существует как раз в документах, говорить о целевом использовании средств, говорить о планомерном расселении, к сожалению, не приходится. Депутаты Госсобрания Ултумен приняли проект постановления об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй, в котором содержится более 70 рекомендаций в адрес хозяйствующих субъектов, местных властей и правительства Якутии. Сегодня в рамках пленарного заседания ответ перед народными избранниками держал менеджмент компании «Алроса». Подробности в материале Дмитрия Тымырова. С докладом о проделанной работе акционерной компании «Алроса» с момента аварии на месторождении Ириляская россыпь алмазов народных депутатов ознакомил первый зам генерального директора компании Игорь Соболев. Увеличили пропускную способность, проектную пропускную способность канала с 200
со 160 метров кубических в час до расчетных 250 метров кубических в час. Кроме этого, по многочисленным замечаниям, которые были даны в адрес компании, мы организовали независимое обследование всех имеющихся 15 временных гидротехнических сооружений. Парламентарии оценили работу, проведенную руководством промышленной компании, но не остались без вопросов и предложений. Так они призвали Алроса обратить особое внимание на мероприятия, направленные на реабилитацию природной среды и здоровья населения. Всего в документе парламентариев содержится 70 рекомендаций, среди которых есть и рекомендации по комплексной научной экспедиции, которую поддержал глава региона Айсен Николаев. Постановление было принято большинством голосов. Следующий вопрос, который рассмотрели депутаты, связан с промышленной политикой региона. С докладом выступил министр промышленности Максим Терещенко. Он обосновал внесение ряда изменений в действующий закон, один из которых связан с созданием промышленных технопарков и фонда развития промышленности. Промышленные парки нацелены, сразу, кстати, дополнительно отмечу, одно из направлений, почему их поддержала Российская ассоциация. И, кстати, это инициатива депутатов Государственной Думы, внесение этой правки, она нацелена в том числе на поддержку моногородов. Решение о создании фонда развития промышленности будет принято в конце первого квартала. Необходимость и значимость создания фонда развития промышленности подчеркнул и премьер-министр Владимир Всолодов. Возвращаясь к теме социальной и экологической ответственности недропользователей в контексте промышленного освоения территории республики, Айсен Николаев еще раз обозначит свою позицию о приоритетности вопроса экологического благополучия. Я уверен, что вот этот вопрос мы должны очень внимательно смотреть именно с точки зрения, в том числе и экологии. Любой промышленный проект, какой бы он нам не казался прибыльный и хороший, но он с точки зрения экологии должен быть оценен. Но должен быть оценен с точки реальной экологии. В свою очередь, председатель Госсобрания Петр Гоголев подчеркнул, что рекомендации высшего законодательного органа республики являются документом для обязательного исполнения. За неисполнение пунктов рекомендаций будет серьезный спрос. Дмитрий Тымыров, Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Пайщики дома по улице Строда в Якутске уже 2 года не могут получить свои квартиры в собственность. Новостройку должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году. Проблема в том, что часть многоэтажки стали строить на земельном участке, который принадлежит другому собственнику. В ситуации разбирался Александр Зубехин. Этот забор – это край этого участка. И туда дальше он проходил. А с этой стороны край участка был примерно вот здесь. Камнем преткновения стал участок земли площадью около 40 квадратных метров. Именно на этой площади построили третий, крайний подъезд 138-квартирного дома. Территория принадлежала физическому лицу, который назвал условия передачи своей недвижимости в собственность застройщика. Договоренность закрепили на бумаге. Согласно договору должны были передать 2 квартиры. Стоимость идет порядка 10 миллионов. В дальнейшем владелец участка изменил свое мнение и назвал сумму 36 миллионов. Цена куска земли выше рыночной в несколько раз. Такой крупной суммы у застройщика не оказалось, в результате чего начались судебные тяжбы. Разрешение на строительство у нас было отозвано на строительство 3-го подъезда. Из-за этого у нас, пока вопрос не был решен, строительство затянулось. Тем не менее, застройщику удалось собрать деньги. И летом прошлого года разрешение на дальнейшее строительство было получено. Газовые котлы осталось установить, радиаторы, пустить воду, свет, тепло и сделать отделку. Фасадные работы с этой стороны закончены, с той стороны еще ведутся работы. Процентов на 60 внутренние работы тоже закончены. К концу года постараемся ввести в эксплуатацию. Со спором о выкупе земельного участка все обошлось. Однако тех граждан, кто заключил договор пая вместо договора долевого участия, как в данном случае, могут ждать и другие сюрпризы. Договора пая не проходят государственную регистрацию в Росреестре. То есть существует большая вероятность того, что будут двойные продажи. Одну и ту же квартиру могут продать 2 и более лицам.
Чтобы избежать правовых проблем, нужно убедиться в том, что вы понимаете, какой договор подписываете и какие правовые последствия могут вас ждать. Прежде всего, необходимо проверить документы на землю и разрешение на строительство. И самое главное, все условия заключаемого договора о строительстве объекта. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск. Регионы России с введением единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами всерьез задумались о сортировке мусора. В ряде областей и краев уже разработали проекты по раздельному сбору отходов. Реализацию планируют начать в этом году. Что насчет нашего региона, готова ли Якутия к сортировке и как относятся к этой идее сами жители? В материале Саргалан Захаровой. Желтый для пластика, синий для стекла, зеленый для бумаги. Все, чтобы принцип сортировки смог понять даже маленький ребенок. Раздельный сбор мусора для Якутии в новинку. Говорить о массовой переработке тоже пока рано. Но воспитывать культуру обращения с отходами нужно уже сегодня. Первый шаг – установка специальных урн. Производит их якутская компания. Такие урны стоят в фирме Майтона, стоят в республиканском лицее по Юнского. На очереди у нас IT-парк и строительный рынок. То есть там возле каждого шашлычника, возле каждой торговой палатки будут стоять такие урны. Пока речь идет только об общественных местах и офисах. Но, как считают производители урн, каждый должен начать с себя, со своего дома. На вопрос «а что дальше?» отвечают уверенно. Переработки мусора в Якутии быть. В Якутске есть фирмы, которые нуждаются в отходах бумаги, такие как Эковата. Они делают утеплитель из этих отходов. Есть фирмы, которые занимаются производством изделий из пластика. В год компания перерабатывает в среднем 300 тонн макулатуры. В основном газеты. Они экологичны и соответствуют техническим условиям теплоизоляции. Мы закупаем у населения по 3 рубля за килограмм. То есть могут люди принести свои прочитанные газеты и сдавать по деньги. А некоторые предприятия сами устанавливают. Где как договоренность. Бизнес востребованный, но не без сложностей. Газет могло бы быть больше, говорит предприниматель. Сортировка мусора – хороший способ увеличить этот поток. Но готовы ли сами якутяне сортировать отходы? Мне кажется, нет. Но все равно стоит начать. Мы же все равно люди, мы должны привыкнуть к этому. Было бы хорошо, если бы наш народ научился перерабатывать мусор. Наверняка готовы. Потому что сейчас все становятся грамотные, и как-то и молодежь такая уже растет, здоровая, да? Как говорится, Москва не сразу строилась. Если начать сейчас, то уже через пару лет появится культура, а за ней и поколение, которое будет видеть в мусоре не отходы, а сырье для производства полезных вещей. Саргалана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. Резонансное происшествие со смертельным исходом среди несовершеннолетних в поселке Витим Ленского района всколыхнуло всю общественность и повлекло за собой ряд проверок, рейдов и проведения различных профилактических мер среди преступности несовершеннолетних. А статистика прокуратуры говорит о росте таких преступлений. Репортаж Анны Кожевниковой. Покупать алкоголь, распивать пиво, курить сигареты – это еще не самое страшное, чем могут заниматься ваши дети. В 2018 году следственные органы Ленского района расследовали 34 преступления с участием несовершеннолетних. Из них совершено ранее совершавшими преступления – это 13 лиц, ранее судимыми 2 лица, 8 лиц состояли ранее на профилактическом учете в ПДН. Комплексный анализ надзорной деятельности нашей прокуратуры свидетельствует о росте уровня преступности среди несовершеннолетних на 6,3% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. А последние резонансные происшествия со смертельными исходами никого не оставили равнодушными. Регулярно в Ленске проводятся рейдовые мероприятия по местам скопления молодежи. Сотрудники полиции, ПДН и председатель комиссии по делам несовершеннолетних уже знают точки сбора подростков. Жильцы дома не раз обращались с жалобами в правоохранительные органы. Вот и в этот вечер, отправившись на рейд, мы застали группу молодых людей. В нашем подъезде каждый вечер собирается молодежь. Выключают лампочки, кричат, мусорят, курят, вообще шумят без конца. Делаешь замечания, собака гуляю постоянно, каждый вечер их выгоняю. Вчера была толпа.
Как считают сотрудники полиции, нахождение детей в вечернее время вне дома – это прежде всего ответственность родителей. После 22:00 часов законный представитель должен следить за своим ребенком. Если он не находится дома, велика вероятность того, что он или жертва преступления, или же он может что-то совершить. Поэтому хотелось бы обратиться к родителям. Разъясните своим детям, что нельзя находиться в подъезде. Это все-таки общественное место, это жилище граждан. И все-таки ответственность за любые действия несовершеннолетнего, в том числе не достигшего 18 лет, будет нести законный представитель. А вот родители учащихся школы номер 1 не ждут, когда им поступит звонок от полицейских. Они решили самостоятельно организовывать рейды по улицам микрорайона Мухтуя и подъездам жилых домов. Я являюсь членом родительского комитета, общего родительского комитета. В рейде я принимаю участие первый раз. Вместе со мной мой супруг тоже сегодня. Обычно идешь на работу, идешь куда-то по своим делам и не обращаешь внимания. Подъезд, не подъезд, дети, не дети. А вот сегодня действительно проехали, посмотрели и ужаснулись. Такое решение было принято не случайно. Микрорайон Мухтуя, по данным полиции, оказался в зоне риска. Чем занимаются ваши дети в вечернее время, стоит задуматься каждому родителю. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Потерявшие работу россияне могут получить право на ипотечные каникулы. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов. Совокупная продолжительность периода, в рамках которого заемщик будет освобожден от необходимости выплачивать один кредит, может составить 12 месяцев. При этом каждый отдельно взятый отдых не может длиться более 6 месяцев. Таким образом, брать каникулы по одному кредиту можно будет неоднократно. При этом Центробанк предполагает, что в период кредитного отпуска заемщики смогут сами решать, приостанавливать ли выплаты полностью или лишь снижать их размеры. Выровнять конкурентные условия для предприятий Крайнего Севера и определить условия финансирования. На днях состоялась встреча Совета Ассоциации Союза строителей России и крупных строительных компаний региона с депутатом Госдумы страны. Каким выводом пришли по итогам обсуждения в материале Ульяны Шагиной? Сегодня члены коллегиального совета Союза строителей Якутии встретились с депутатом Государственной Думы России Федотом Тумусовым для обсуждения предложений по совершенствованию контрактной системы при строительстве социальных объектов и жилья по госпрограммам. В первую очередь строители Якутии обозначили наболевший вопрос авансирования строительных работ по государственным и муниципальным контрактам, так как, учитывая климатические особенности строительства и трудную логистику завоза стройматериалов, нашим строителям необходимо иметь более гибкое финансирование. У нас есть серьезный юридический блок в исполнительном органе, поэтому наши конкретные предложения по внесению изменений в действующие федеральные законы мы уже передали нашему депутату Государственной Думы Российской Федерации Тумусову Федоту Семеновичу. На прошлой неделе депутат Госдумы Федот Тумусов встретился с федеральным министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым, где уже озвучил проблемные вопросы строительного комплекса республики. Используя те полномочия, которые имеет депутат Государственной Думы, мы, если вместе поработаем, я думаю, что у нас будет реальный результат. У Союза строителей уже есть положительный опыт в части внесения изменений в действующие федеральные законы. Так, 3 года назад ассоциацией были внесены поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации по рационализации саморегулируемых организаций в сфере строительства. Так что внесенные предложения вполне реально смогут пополнить пункты федеральных законов и создать условия для улучшения делового климата в строительной отрасли. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. В столице Алмазного края завершилась первая целевая корпоративная программа «Потенциал Алроса». Напомню, алмазная компания запустила проект в прошлом году для молодых специалистов. Им выпал уникальный шанс пройти обучение у лучших тренеров международного класса, освоить научные теории и законы в области управления проектами и представить для оценки топ-менеджмента компании свои лучшие идеи. В программе участвовали специалисты со всех площадок. Все подробности в сюжете Марфы Яковлевой. От повышения эффективности и безопасности труда до оптимизации процессов продаж. Такие проектные темы представили участники программы «Потенциал Алроса». Идеи направлены на улучшение производственных, бизнес- или управленческих процессов компании. Первые выпускники представили свои работы руководству Алроса. При подведении итогов, при голосовании, большая часть проектов получила положительную оценку, получила оценку «проект принят».
что значит его в принципе можно начинать внедрять уже сегодня. Будут сделаны определенные шаги по их внедрению. Участники программы – молодые сотрудники до 30 лет, проработавшие в компании не менее года. Для участия в потенциале все они прошли строгий отбор через тестирование и написание эссе. Позже из 28 участников образовали 6 проектных команд. Я безумно горда, что стала выпускником первого потенциала Алроса. Я мечтала, чтобы попасть в эту программу, когда впервые о ней услышала. И что сказать, немножечко грустно, что все закончилось, что полгода мы с ребятами каждый месяц встречались, и сейчас все нам нужно будет уже с ними расставаться, но на неопределенный срок. И будем надеяться, что наши проекты, которые мы вчера защищали, найдут свое применение на производстве. В течение полугода молодые специалисты обучались по 5 образовательным модулям – от навыков публичного выступления до управления инновационными проектами. Программу провели приглашенные тренеры международного класса. Программа дает для молодых специалистов раскрыть свои потаенные таланты, увидеть, как они работают в команде, как работают остальные, и возможность общаться с руководством не только у себя на своих рабочих местах, но и самой компании. По словам самих участников, полученные знания они смогут использовать не только в работе, но и в жизни. Участники проектов проделали огромную работу по поиску и изучению новых технологических, организационных, экономических инноваций в производстве. Их вклад очень ценен в развитии потенциала компании. Марфа Яковлева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Детская инфекционная больница в Якутске переполнена из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог в 2 раза. В основном преобладают вирусы негриппозной этиологии. Также лабораторными исследованиями выявлены вирусы гриппа А. Вспышки заболеваемости гриппом А не наблюдается. Из числа заболевших 82% приходится на детей до 14 лет, отмечает в Минздраве. За 4-ю неделю этого года в Якутске порог превышен в 2,7 раза. А 1 февраля власти города примут решение, продлевать ли карантин для школьников, объявленный 23 января. На сегодняшний день наше отделение, воздушно-капельное отделение, работает в усиленном режиме в связи с подъемом заболеваний ОРВИ и гриппом среди детей и увеличением детей, которые нуждаются в госпитализации, нуждаются в круглосуточном мониторинге. Согласно приказу Министерства здравоохранения развернуты дополнительные койки на базе детской городской больницы. То есть до 50 коек они могут детей взять на долечивание от нашей больницы. К 74 койкам мы внутри больницы тоже дополнительно развернули 12 коек. У 11-классников осталось всего 2 дня, чтобы окончательно определиться с предметами, по которым предстоит сдавать экзамены. Нововведением в этом году подверглась математика. Можно сдавать любой, либо базовый, либо профильный уровень. А какой из них выбирают выпускники в Алдане, в сюжете Татьяны Вахниной. Какой уровень единого госэкзамена по математике сдавать? Некоторых 11-классников этот вопрос ставит в тупик. Согласно нововведениям 2019-го, выбрать для сдачи можно один из уровней – или базовый, или профильный. Так в Алданском районе 11 класс заканчивают 272 человека. Из них 112 будут сдавать профиль. Математика базовый уровень предполагается для поступления в средние профессиональные образовательные учреждения, а математика профиль для поступления по высшим программам. С выбором предметов для сдачи экзаменов большинство выпускников определились давно. Гуманитарии в основной массе не стали задумываться о возможности усиленной подготовки. Для поступления математика многим вообще не понадобится. Ребят, собирающихся связать профессию с точными науками, нововведения также не обескуражили. Решение математических задач профильного уровня они начали задолго до экзамена. Изначально в институте требуется для поступления. Нормальная подготовка, на 4 пишу профиль. На распутье встали те ребята, которые с выбором вуза не определились. Школьники, решившие связать профессию с естественно-научной и социальной сферами, также задаются вопросом, какая математика понадобится. Профиль, конечно, сложнее.
я все-таки выбрал базовый. В выпускном классе школы номер 2 профильный уровень математики будут сдавать 5 человек. Остальные юноши и девушки выбрали базу. Высшая сложность царицы наук для поступления им не пригодится. Впрочем, нововведение заставили ребят еще раз взвесить все за и против. В какой-то степени, наверное, немножко насторожило. Неожиданно было. Но, тем не менее, они выбор свой сделали и остались на той же точке зрения, что нужно сдавать профиль. В свете нововведений педагоги советуют ребятам выбирать профильный уровень. Недостаточным или лишним он в любом случае не будет. Не помешает и усиленная подготовка к выпускным испытаниям. А единый госэкзамен базового уровня по математике можно сдать в любой резервный день. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Телеканал Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам.